Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие близнецы. Сегодня мы сделаем прогноз для вас на неделю с 17 по 23 октября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному отыгрываются данные прогнозы, поэтому обязательно смотрите и асцендент, и лунный знак. И, конечно же, напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз. Не у всех он одинаково отыгрывается. Не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Но в любом случае вы найдете здесь для себя какую-то еще подсказку. Обязательно смотрите до конца. Итак, если я, также напоминаю, если я что-то не замечу, допустим, какое-то совпадение, вы обязательно мне пишите в комментариях, я отвечу, что может обозначать данное совпадение для вас. Возможно, оно для вас будет очень важным. Так, еще подписывайтесь на мой канал и, конечно же, не забываем ставить лайки для обмена энергиями. Итак, дорогие мои близнецы, давайте-ка будем смотреть неделя близнецы с 17 по 23 октября. Так, смотрим, что может быть у вас на этой недельке. Так. Мгм. А у нас якорь есть здесь, да? Якорь. Смотрите, якорь может касаться либо работы, либо вы что-то заканчиваете, либо что-то где-то решили зацепиться, закрепиться, либо что-то очень долго длится, либо что-то останавливается. Так. Либо касаемо работы. Давайте-ка мы уточним немножко этот момент, посмотрим, о чем это у нас тут. Либо что-то очень длится, либо в каком-то одном месте можете долго провести время. Что-то долго зацепиться. Так, якорь, о чем это у нас? Якорь. Ну, смотрите, вы можете, в принципе, либо кто-то заканчивает строительство, либо ремонт, либо что-то, либо проведете долгое время дома, либо уедете на дачу, будете там сидеть. Еще касаемо мужчины. Вот, либо это мужчина заканчивает какую-то стройку, там, допустим, я не знаю. Либо приедет мужчина и будет с вами долго, допустим, находиться. Либо заканчивайте что-то с недвижимостью, все, что касается недвижимости. Ну, вот у каждого разная ситуация. Все, что касаемо недвижимости, это наконец-то приобрели, допустим, наконец подписали какие-то документы, закончили что-то, или ремонт закончили в доме. Вот что-то закончили там, ну не знаю, что-то по дому там делать. Вот такая ситуация. Что-то быстро, активно делали и наконец-то вот закончили. Так, дальше. Так, верность. Верность. Верность в отношениях. Так, кстати, у нас тут... И либо смотрите, здесь еще может быть человек сделал на вас выбор. Вот, то есть вы давно или вместе, смотрите, вот может быть у какого-то человека стоял выбор, и он все-таки выбрал и решил остановиться вот остановить свой выбор, вот, допустим, на вас. Либо очень долго вы вместе в паре. То есть верность у нас в паре. Есть еще какая-то новость по поводу... Есть новость по поводу что-то закончилось. Так, или где-то останавливаетесь, или остановиться даже в какой-то гостинице, или наконец-то вы прибыли куда-то и уже там все зацепились, остановились. Так, есть у нас еще какие-то обещания. Обещания либо верности, если в отношениях, либо обещания, если в отношениях, либо обещания в что-то сделать, допустим. Кто-то кому-то что-то пообещал, либо обещание своим, либо вот вы кому-то что-то пообещали, и вы держите свое слово. Вот такая ситуация может быть.
Ну, в паре здесь у вас, допустим, вот в паре может быть все сбалансировано, у вас есть гармония, у вас есть любовь в паре, то есть тоже такое вот может быть. Так. Мгм. Так. Мгм. Месяц. Смотрите, это может быть событие какое-то очень важное для вас в октябре месяце. Может произойти еще, кстати, вот именно на этой неделе. Либо на этой неделе могут происходить, вот, допустим, раз в месяц вы платите коммуналку, или раз в месяц что-то оплачиваете, или куда-то едете раз в месяц. Ну, вот такая вот какая-то очень важное событие для вас, из-за которого вы вполне возможно очень сильно переживаете. Так. Есть какие-то страхи, сомнения, переживания. Есть надежда на лучшее. Вот вы на что-то, на что вы надеялись, будут улучшения. Ну, что это у нас за надежда? Давайте-ка посмотрим, чего это может касаться. Надежды на какой-то выбор, либо, может быть, надежда на куда-то поехать. Дорога у нас выпадает тут. Куда-то поехать. Либо надежда на выбор, допустим, в недвижимости. Может, вы приобретаете и сделаете правильный выбор. Сделаете свой окончательный выбор. Вот такая вот двоякая ситуация выбора сомнений. Либо дороги. Надежда на лучшее. Так, дальше. Есть трата денег у нас. На что-то придется потратиться. Смотрите, есть у вас приезд гостей вполне возможно. Либо вы едете в гости. Видите, у нас дорога и получилась там. Так. Так, есть что-то связано с женщиной. У нас тут и луна, и змея, и женщина какая-то взрослая. То есть это не юная девица, скажем так. Тут переживание из-за какой-то женщины. Это может быть мама, бабушка. Есть еще, может быть, козни со стороны какой-то женщины. Поэтому могут быть еще переживания. То есть я перечисляю, какие могут быть ситуации. Есть могут быть еще и козни, и коварства со стороны, или сплетни какие-то, вот такое что-то за спиной из-за какой-то женщины. Есть ситуация, либо еще переживаний, либо обратите внимание на здоровье. Переживание за здоровье, желудочно-кишечный тракт. Так, дальше. Давайте мы посмотрим, что ожидать. Что это за женщина или это болезнь? Что это может быть? Или может приедет, вот гости приедут, и это может быть женщина. Это может быть взрослая женщина. Что это у нас тут? Да, какие-то переживания, сомнения и что-то обговаривание, обсуждение чего-то, какие-то разговоры, переговоры. Опять-таки все связано или что-то по поводу недвижимости, или что-то хотите уже что-то или закончить, какой-то стабильности хотите, либо что-то касаемо семьи, вот, либо что-то касаемо вот родственников. Какие-то переживания могут быть. И все, что связано с э, поздно вечером, что-то поздно вечером, ночь, какие-то переживания именно тогда. Какие-то новости могут быть. Будете, может, обсуждать, думать, обдумывать, переговаривать. Может быть, с этой женщиной.
Так, дальше. Так, есть у нас еще ситуация какого-то скользкого дела. Может быть предложение по поводу... Какое-то предложение, но предложение обманно. Это какое-то скользкое дело. Главное в этом деле не попасться на крючок. Нерешенное дело. Вы еще не решили, что вам делать, как правильно поступить. И. Так, и здесь может быть, смотрите, колокольчик может говорить о том, что, опять-таки, тоже несколько по поводу обещаний. Что-то вам вот вы переговорите по поводу какого-то дела, дело нерешенное. Вполне возможно, длится уже как-то давно уже, какое-то нерешенное дело. Вам могут что-то пообещать, потому что есть здесь скользкое дело, могут быть какие-то вот у вас разговоры, но это настолько сомнительное какое-то дело, это может быть обман. Это может быть вот эти вот обещания, они могут быть пустые, пустой звон у нас здесь выпал. Поэтому здесь главное не попадитесь на крючок. Не совсем хорошее положительное предложение какое-то. Вы можете потратить деньги, можете вложить туда деньги, но вы их только потеряете. Здесь очень все под большим вопросом. Вот такой вот ситуация. Дальше давайте-ка будем смотреть, что у нас еще совпадает, какие есть совпадения. Так, я вижу у нас здесь новость. Хорошая новость. Хорошая новость у нас здесь есть, да? Так, хорошая новость. Может быть, от этой женщины. Может быть, может быть, вот хорошая новость, как касаемо того, где вот вы сильно переживали, были какие-то страхи, сомнения, вы сильно переживали, но новость будет хорошая. Ну вот женщина здесь что-то. И вот это предложение не очень хорошее. У вас может быть есть какие-то положительные надежды на какое-то хорошее предложение, но здесь может быть обман. Так что будьте внимательнее. Так, еще давайте-ка смотреть. Домик у нас. Но домик мы не можем. Смотрите, опять-таки у нас какой-то, говорится, все о доме, о событии в доме, о недвижимости, может быть, у кого-то о ремонтах. У нас здесь вот какие-то обещания дома, может быть, может кто-то приобретает дом или переезд в какой-то другой дом, какие-то обещания, есть какие-то сомнения в этом плане. То есть есть сопутственно у нас здесь какое-то событие в доме или связанное с недвижимостью, с домом, с квартирой. Так, ну мы перевернуть это не можем, потому что у нас все зафиксировано. Дальше смотрим. Так, что еще у нас тут есть? Так, здесь нету. Здесь пока тоже ничего не вижу. Здесь тоже. Здесь тоже. Так, дальше смотрим здесь еще. Так. Нету. И здесь тоже нет. Так, ну смотрите, давайте-ка подытожим, что у нас в итоге получается. Смотрите, начало недели у нас получается с обещаний каких-то, либо какой-то новости, либо верности в отношениях. Вполне возможно, вы с кем-то долго в паре находитесь. Вполне возможно, кто-то сделал на чем-то выбор и решил на чем-то поставить точку. Вполне возможно, вы где-то зацепитесь, может, вы куда-то едете и уже приедете в пункт назначения. Что-то заканчивается, останавливается какая-то ситуация. Либо можете провести в каком-то месте очень долго времени. Вот так вот можете. Либо, знаете, как заякориться где-то. Вот так. Может быть, это еще ситуация, наконец-то определитесь с работой, допустим, или вас где-то возьмут на работу. Может, вы были на испытательном сроке, и вам обещали, допустим, какую-то работу, были на испытательном сроке, и теперь вас взяли на работу. Тоже как вариант. Есть у нас ситуация еще касаемо переживаний. И
Что-то связано вот с событием в доме. И это может еще косвенно касаться какой-то женщины, вполне возможно. Может быть касаться какой-то, может быть, болезни, может быть женщины. Это может быть любая женщина, жена, любовница, мама, бабушка, там, сестра, дочка, кто угодно. Так, болезнь, но болезнь это что-то связано вот что-то с желудком, желудочно-кишечный тракт, либо какое-то событие, вот переживание какого-то по поводу дома. Может быть, а может быть, вам нужно заплатить за квартиру, а вы не знаете, как заплатить, допустим, у вас могут быть какие-то переживания, либо приобретение недвижимости, либо остановиться вот в каком-то доме. Есть тут какое-то переживание по поводу дома, либо событий каких-то в вашей семье, в вашем доме. Переживания могут быть, вот связанные с какой-то женщиной. Есть какие-то еще новости у вас достаточно положительные. Вы надеетесь на что-то. Новости будут положительные, но есть еще предложения. Так, предложение. Кстати, к вам приедут же какие-то гости, либо вы едете куда-то в гости. Есть большая трата денег и есть надежды на улучшение. В принципе, новости неплохие, но есть еще какое-то предложение, достаточно скользкое. Главное не попасться на крючок. Есть нерешенное дело, вы еще не решили, что вам делать. Вам вполне возможно кто-то что-то пообещает, но это что-то пустое. Обещания пустые. Вы можете просто потерять деньги и ничего не иметь. Дальше. И есть еще ситуация, когда вы знаете какую-то тайну, допустим, эм, вы что-то, может быть, узнали. Никому не рассказывайте, держите это в себе. Никому не рассказывайте то, что вы знаете. Меньше знают, лучше спят. Вот эта карта еще об этом может говорить. Так. Ну и разговоры. То есть вам что-то могут пообещать, но обещания пустые. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока.